К другим новостям. Встал на пути восточного выезда. Уфимка судится с чиновниками из-за строительства дороги. Расширение проезжей части приведет к сносу ее дома. Женщина недовольна оценкой своей недвижимости. Экспертизу провели в прошлом году. С тех пор цены на стройматериалы выросли в разы. С матерью-одиночкой встретилась Айгуль Хатыпова. Часть моего участка вот так вот наискось будет попадать под именно расширение данного моста. Этот коттедж в поселке Федоровка встал поперек дороги. Буквально. По проекту здесь должны расширить проезжую часть, ведущую к восточному выезду. У меня нет цели нажиться на этой ситуации. Есть желание не остаться с 2 детьми на улице. Сумму 3 миллиона 800, которую мне предлагает транспортная дирекция, к сожалению, я не могу сейчас купить равноценного жилья. Динара Залилова воспитывает 2 детей без отца. Чтобы осуществить мечту и построить собственный дом, продала все. Даже единственную квартиру в городе. Набрала кредитов, влезла в долги. В семейное гнездышко вложила душу и деньги. А теперь их дом планируют закатать в асфальт. Был произведен ремонт, ремонтные работы, то есть все коммуникации были подведены. В мае 2020 года была произведена оценка компании «Капитал», где также подмечают, что отделка повышенной степени, потолки, натяжные обои, то есть полностью ремонт весь сделан, но почему-то это не отображается в выкупной стоимости. С момента экспертизы прошло уже больше года. Все это время девушка собирала необходимые для оформления документы. Но в этом году значительно подскочили цены на строительные материалы. Теперь купить подобный дом за такую стоимость практически нереально, говорит Динара Залилова. 6,5 соток земли, 82 квадрата жилплощади. Компания, проводившая экспертизу, оценила дом и участок в 3 миллиона 809 тысяч. Тогда как подобные коттеджи в этом же поселке стоят свыше 5 миллионов рублей. Ситуацию на рынке оценили и специалисты. В этом году из-за роста цен на стройматериалы взлетела и стоимость жилья. Сейчас подобные дома с ремонтом и в ближайших поселках стоят в разы дороже, чем присудили оценщики. Исходя из того, что я увидел, забор, участок, дом, чистовая отделка и все остальное, цена такого дома в Федоровке, начинается от 4 миллионов 600 тысяч и заканчивается где-то 5 миллионов. То есть ценовой диапазон 4,605. Ну вот за такую сумму 3 миллиона 809 тысяч рублей. Вот эта мама что сможет купить? Но я думаю, что это будет какой-нибудь, может быть, там же рядом Федоровки, но это будет земля СНТ, и это будет, скорее всего, какой-нибудь деревянный дом. Договориться с властями полюбовно у девушки пока не получается. Теперь Динаре Залиловой приходится судиться с чиновниками. В состоянии на текущую дату решение о принудительном изъятии вынесено в отношении 5 земельных участков. Исковые требования учреждения к 8 правообладателям рассматриваются в судах, в том числе в отношении Залиловой Динары Ириковны. На данный момент производство по данному делу приостановлено. Судом назначена экспертиза об определении возмещения за имущество, подлежащее изъятию. Стоимость новой экспертизы, которую назначил суд, тоже ударит по карману матери-одиночки. Но другого выхода нет, говорит Динара Залилова. Восточный выезд – это, пожалуй, единственный в городе долгострой, завершение которого ждут не все уфимцы. Айгуль Хатыпова, Артур Ханов, Родион Матвеев и Владимир Шевчук. Новости Уфа.